стало известно, что мать, отец и брат журналиста Нуримана Абдурашида, который является репортером радио «Свободная Азия», были задержаны китайской полицией и приговорены к 46 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке к терроризму. Сообщив, что в 2017 году его семью направили в лагерь, а затем перевели в тюрьму, уйгурский журналист обратился к властям Турции и Организации Объединенных Наций с просьбой освободить его семью. Нариман и Нурсиман Абдурашид сообщили, что их родители, которые помогли своим сыновьям стать бизнесменами и обучили дочерей в лучших вузах, стали мишенью китайского правительства. В ходе беседы с корреспондентом Евроньюз они заявили, что борьба коммунистической партии Китая с терроризмом и радикализмом в Восточном Туркестане не имеют под собой основу. Нуриман Абдурашид сделал следующее заявление. 13 декабря 2017 года мой отец Абдурашид Тохти был приговорен к 16 годам 11 месяцам тюремного заключения. Мою мать Таджигуль Кадир приговорили к 13 годам. А мой брат Мухаммед Али получил 15 лет 11 месяцев тюремного заключения по обвинению в подготовке к теракту. Положение уйгурских детей, чьи родители содержатся в концентрационных лагерях и тюрьмах, крайне тяжелое. Несмотря на то, что лживые китайские власти направляют тысячи детей, оставшихся без опеки, в школы-интернаты или так называемые детские сады, многие из них остаются на улице. Фото и видеоматериалы китайских СМИ, на которых запечатлены скитающиеся дети, показывают, насколько трагична ситуация. Только в прошлом году международные информационные агентства, включая New York Times, сообщали, что в концентрационных лагерях содержится более 500 тысяч уйгурских детей. Согласно информации сайта Аль-Джазира от 18 июня, алжирский футболист Софьян Фигули объявил, что присоединяется к акции, начатой турецким футболистом Месутом Узилом в поддержку уйгуров. Софьян Фигули, который является одним из главных игроков футбольного клуба Галатасарай, опубликовал на своей странице в Твиттер публикацию с отметкой «Жизнь темнокожих важна», в которой выразил свою поддержку и народу уйгурского региона. Высший законодательный орган Китая сообщил, что в соответствии с законом о национальной безопасности в Гонконге будет создана специальная комиссия. Согласно закону, управление Гонконга будет подотчетно Центральному правительству Китая. Под патронажем Пекина комиссию возглавит исполнительный директор Гонконга. В состав комиссии войдет советник по национальной безопасности, назначаемый Центральным правительством Китая. Помимо особых вопросов, суды Гонконга будут рассматривать и нарушение данного закона, который был разработан для борьбы с антиправительственными группами, мятежами, государственной изменой, терроризмом и действий, угрожающих национальной безопасности Китая. Европейский парламент осудил версию закона о национальной безопасности, разработанной для Гонконга, и назвал его инициативой по ограничению свобод, отмены особого статуса автономии и гражданских прав. Китайские прокуроры подготовили обвинительный акт против двух канадцев, задержанных в 2018 году по обвинению в шпионаже. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разочарован действиями судебных исполнителей Китая и отметил, что продолжит оказывать давление на Китай для освобождения своих граждан. Бывший дипломат Майкл Коврик и бизнесмен Майкл Спор были задержаны после того, как канадская полиция арестовала финансового директора китайского технологического гиганта Huawei. Несмотря на отрицание китайских властей, специалисты считают, что Пекин пошел на такой шаг для оказания влияния на Канаду.